самом начале проверки складских помещений фирмы «Север-1», где хранятся продовольственные товары, был произведен визуальный осмотр. Первое, что бросается в глаза – отсутствие крыши и обвалившийся потолок. Говорить о наличии вентиляционной системы даже не приходится. Часть реализуемой продукции хранится в полуразрушенном здании, а другая вообще на улице, под навесом. Электрические провода свисают по стенам, что представляет опасность и для самих сотрудников. Он не должен проходить по деревянным конструкциям. В данном месте мы видим, что силовой провод он подвязан к деревянным балкам. Также очевидно видно, что невооруженным глазом следы предыдущих коротких замыканий. Это вообще является нарушением всех норм и правил техники безопасности. Также вот смотрите, вот перейдем сюда. Вот здесь щит электрический. Также возле него мы наблюдаем горюче-смазочные материалы. В случае каких-либо коротких замыканий горюче-смазочные материалы возгорятся. Это является небезопасным. Это запрещено. Также вот мы наблюдаем, что все отходящие провода, они трутся о железной конструкции. Сотрудники госстандарта в ходе проверки пресекают нарушения субъектами хозяйственной деятельности, правил торговли, сертификации и законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также соблюдения правил техники безопасности. Помимо того, что здание непригодно к эксплуатации, сотрудниками госстандарта была обнаружена партия просроченной продукции. Именно вафельный рожок в количестве 2880 штук. После осмотра данной продукции будет составлен акт, протокол и предписание, в ходе чего материал будет направлен в суд. В настоящее время мы находимся на их же складе фирмы «Север-1», который находится неподалеку от склада, который был опечатан госстандартом Республики Абхазия. Данный склад нового образца, где условия хранения соблюдаются. То есть соблюдаются как? То есть можно хранить в данном складе продукты питания до 35 градусов, без которым не требуется холодильное оборудование. В настоящее время у них есть возможность перевести всю продукцию, которая хранится на складе, которым был опечатан, в данный склад. И есть у них место, полки, все позволяет здесь, то есть чистота, все соблюдается в данном складе. Ранее инспекторами по техническому и энергетическому надзору были составлены акты и предписания фирме «Север-1» с установленными сроками для устранения всех выявленных нарушений. Но по истечению всех этих сроков никаких мер руководством фирмы не было предпринято. На этот раз инспекторы обесточили центральную щитовую и опломбировали ее. Обесточиваем щитовой, потому что не соответствует по технике безопасности. И это последняя мера, которую вы делаете. Не отключайте, зря вы это делаете. Не делайте. Ну, молодец. Все, хороший память. И пломбируем. Данное складское помещение представляет угрозу для персонала и сотрудников. В любой момент крыша, кровля может обвалиться. Мы это все в актах актировали, отражали, действий никаких не было предпринято. Поэтому, чтобы устранить случаи какого-либо травматизма или летальных случаев для персонала и сотрудников данного учреждения, мы опечатали данное складское помещение до тех пор, пока не будут устранены все выявленные нарушения. В случае, если пломбы будут сорваны, мы уже должны будем писать в прокуратуру, и прокуратура должна будет предпринять уже свои непосредственные действия. Как говорят сотрудники госстандарта, основные нарушения, выявляемые при проверках, это условия хранения и реализации продуктов питания, несоблюдение их сроков годности и отсутствие современного технологического оборудования. Госстандарт проводит подобные мероприятия согласно плана работы, утвержденного Министерством экономики Республики Абхазия. Подобные мероприятия направлены на устранение правил торговли и сертификации. И в дальнейшем также это не первая, не последняя проверка. Наш комитет намерен далее проводить подобные проверки. Для исправления сложившейся ситуации представители Департамента потребительского надзора госстандарта ведут не только инспекционную проверку, но и консультативно-разъяснительную работу.